Я испытала всевозможные эмоции, потому что я была подавлена от того, когда объявили всех победителей трех категорий — мисс, миссис и классик. Я подумала, что меня оставили ни с чем. Но в то же время я была очень горда и рада за каждую конкурсантку, ведь все были достойны. Но когда объявили абсолютную победу Республику Саха-Якутия, я не смогла сдержать слез от счастья, я была очень рада. Ну, замечательно. Я представляю, какие эмоции были, да, потому что Да. это подготовительный момент очень долгий. А вообще, в целом, вот с чего все началось и как вы приняли решение участвовать в конкурсе? Буквально с 2 недели моя подружка Карина, получается, мне отправила прием заявок. Говорит, срочно отправляй, подавай. Мне написала вот директор конкурса: вот мы рады видеть тебя в числе наших финалисток, давай прилетай. Я долго решалась, конечно, потому что все-таки это долгий путь, это путь в Бурятию, это поиск костюмов, финансовые вложения, но мы смогли, мы справились. Я была очень, как сказать, настроена по-боевому. Но я думаю, это сложно было бы сделать действительно без группы поддержки. Вообще, вот как отреагировала ваша семья и друзья? Они на самом деле привыкли к тому, что я в любой день могу подойти и заявить о своих масштабных планах. Все лишь просто порадовались, поддержали, и все. То есть все прошло как по маслу, можно сказать. Конечно, да. А вот на ваш взгляд, вот чем отличается конкурс «Мисс» и «Миссис Азия» от других подобных проектов? Своей миссии, потому что это межнациональный конкурс, где главное — это не конкуренция, а объединение женщин со всей азиатской части России, вот, где каждая представляет свой регион, культуру и традиции.